Şimdi senaga Ukrayna Müslümanları dini idaresinin vekili Hacı Şeyh Zafer'ni davet etemiz. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Дорогие братья и сестры, я очень рад сегодня находиться с вами. Сегодня мы, альхамдулилля, смогли в такое большое количество людей собрать, именно благодаря усилиям, которые делает уже несколько лет подряд Духовный центр мусульман Крима, председателем которого является муфти Крима Ридван Велиев. Я хочу ему лично выразить свою благодарность и благодарность всем сотрудникам Духовного центра мусульман Крима. Мы очень рады с вами сегодня находиться. И эта традиция, которую вы восстанавливаете и вы возрождаете, она не новая. Она не только у вас есть. Эта традиция есть у всех мусульман. Там, где есть мусульмане, там и есть почет к пророкам и к святым. Мы сегодня собрались возле могилы святого Искандер Деде. И это не случайно, потому что это делали много веков подряд крымские татары. Так же, как делали это и делают арабы, турки, на Кавказе, в Азии, в Африке, в Европе и в других странах мира. Там, где живут мусульмане, там и делается зиярат. А что такое зиярат? Это посещение те места, где похоронены святые люди или похоронены пророки. Я хотел бы несколько примеров из учения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, дать вам, чтобы мы знали, что это разрешено согласно шариат. Потому что есть люди, которые запрещают это безосновательно, не имея никаких доказательств. Во-первых, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передал имам Ад-Дара-Кутни передал, что пророк сказал: «Манзара кабри ваджабат лаху шафаати». Тот, который посетит могилу пророка, алейхиссалату вассалям, тому будет заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Раз пророк призывал посещать его могилы, значит, это разрешено. И не только его могила, а могила и других пророков. Есть великое событие, которое будет, или которое произошло именно в месяц Раджаб. Мы сейчас находимся в месяце Раджаб. Это великое событие, это Аль-Исра валь-Ми'радж. Отмечаем ее 27 Раджаб. Иншаллах, напоминаю, чтобы именно те люди и те постарше, которые знают много историй об этой событии, об этой ночи, чтобы своим детям рассказали. Но я хотел говорить следующее. В ночь Аль-Исра валь-Ми'радж, когда пришел ангел Джибраиль, алейхиссалям, и они путешествовали за одну ночь из Аравийского полуострова в Иерусалим. А потом пророк был вознесен на небеса. По пути ангел Джибраиль остановился в нескольких местах. Он остановился в том месте, где похоронен пророк Муса, алейхиссалям, пророк Моисей. И ангел Джибраиль сказал ему, чтобы он читал 2 раката на этом месте. И пророк читал 2 раката и продолжили путь. Потом он остановился в Байт Лахм,
Вифлеем. В этом месте пророк Иса, алейхиссалям, пророк Иисус, родился. Там также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, читал 2 ракат. Потом они продолжили путь до Иерусалим, Аль-Кудс. Из этого мы поняли, раз пророк с ангелом Джибраилом остановились, где похорон пророк Моисей, где родился пророк Иисус, есть места, которые особые. И раз пророк, алейхиссалату вассалям, читал там 2 ракат, значит, это особое место. Значит, это разрешено в нашем шариате. Когда мы говорим, читал там 2 ракат, это не означает на самой могиле, на той местности, где он похоронен. Пророк, когда рассказывал сподвижникам об этом, он говорил: если бы мы были рядом, я вам бы показал могила пророка Моисея. А для чего он говорил это? Для того, чтобы мусульмане знали, что есть места особые, что есть места, в которых есть благословение. Там, где похоронены пророки и святые, там есть благословение, там есть баракат. Мы, мусульмане, мы не поклоняемся никому-либо, кроме Аллаха. Мы живем в соответствии с шариатом, в соответствии с Кораном. В Коране сказано: «Вабитагу илайхи л-василя». Просите у Аллаха и ищите усердно пути исполнения ваших просьб. И одно из путей исполнения наших этих просьб – это просить у Аллаха ради пророков и ради святых. Для этого мы сегодня и собрались. Ведь мусульманин – это тот, который говорит: «Ля иляха илляллах». Нет божества, кроме единого Бога. То есть нет соучастника Аллаху. Когда мы говорим «Ля иляха илляллах», это означает, никому нельзя поклоняться, кроме Аллаху. Только Аллах достоин поклонения. А что такое поклонение? Ибада. Ибада языковеды и ученые ислама говорили. Один из них – Такийеддин ас-Субки. Такийеддин ас-Субки совместил знание языка арабского и религии. Ар-Рагиб аль-Асбахани – это один из великих языковедов исламских, которые хорошо знали арабский язык. Также Аль-Джаухари. Эти люди, языковеды, ученые, знатоки арабского языка и знатоки религии, говорили: «Аль-Ибадату хия акса гаят аль-хушуи вал-худу'а». Ибада – это наивысшая степень смирения и поклонения. Это наивысшая степень смирения, который только Аллах достоин. Поэтому, когда мы говорим: «О Аллах, даруй меня ради пророка что-либо», я убежден, что только Аллах мне это создает. Пророки ничего не создают, святые ничего не создают. Мы не поклоняемся ни пророкам, ни святым, мы только Аллаху единственному. Когда мы говорим «Ля иляха илляллах», как имам Абу Ханифа говорил: «Валлаху вахидун ла мин тарики аль-адади, валякин мин тарики аннаху ла шарика лах». Аллах единственный не в значении числа, а в значении, что нет у него соучастника. У Аллаха нет соучастников. Аллах единственный не в количестве, а в том, что нет у него соучастника. Аллах Создатель, и все создано им. Созданный – это тот, который имеет начало, который появился после небытия, а Создатель Аллах дает начало после небытия. Поэтому любое созданное имеет начало. Создатель вечен без начала. Если бы у Аллаха было бы начало, был бы такой же созданный, как мы. А это абсурд по отношению к Аллаху Всевышнему. Аллах вечен без начала, значит и вечен без конца. Время, начало и конец – это только качество созданных. Это исключительное качество созданных, Аллаху не присуще. Поэтому мы говорим, время по отношению к Аллаху – это абсурд. Аллах – Создатель, а Он не нуждается ни в ком и ни в чем. Создал людей, создал ангелов, создал джиннов, в них не нуждается.
Аллах создал место, создал трон, создал небеса, земель и не нуждается во всем этом. До создания места, до создания небес, до создания Аль-Арша, трона, до создания места, Аллах существовал и не было всего этого без места. И после всего этого, после создания всего этого, также Он существует. Так же, как не нуждался в месте до создания места, Он и не нуждается в ней после ее создания. Аллах существует без места. Аллах вечен, без начала, без конца. Аллах не похож ни на кого, ни на что. Аллах ни в ком, ни в чем не нуждается. Он всеслышащий, Он всевидящий, но видение Аллаха, слышание Аллаха не подобно наше видение, не похоже на наше слышание. Видение Аллаха – это Его вечный атрибут. Аллах видит без глаз, слышит без ушей. Мы, когда читаем сура Аль-Ихлас, что мы говорим в конце суры Аль-Ихлас? «Валам якун лаху куфуан ахад». Это означает «нет равного Аллаху». Поэтому убеждение мусульман в том, что «Махма тасавварта бибалик, фаллаху бихиляфи залик». Все, что ты себя можешь представлять, Аллах на это не похож. Это надо, чтобы научились все, и взрослые, и дети. Эти слова «Махма тасавварта бибалик, фаллаху бихиляфи залик». У меня к вам просьба. Все вы запомните эти слова. Можете их говорить на татарском, на арабском, на турецком, на русском. Но суть одна. «Махма тасавварта бибалик, фаллаху бихиляфи залик». Это означает, все, что ты себя можешь представлять, Аллах на это не похож. Аллах ни на кого, ни на что не похож. Он создал людей, не похож на них. Он создал ангелов, не похож на ангелов. Он создал джиннов, животных, земель, небес. Аллах ни на кого, ни на что не похож. Учите это, запомните это и учите этих детей, которые растут. Потому что если родители, дедушка, бабушка не будут этому их учить, соблазна много. Интернет, телевидение и так далее, не говоря о сектанте, которые развелись. Им дали развиваться, и очень много мечетей в Криме, где в них распространяется идеология ваххабизма, идеология Хизб ат-Тахрир и тому подобное. Будьте внимательными, будьте бдительными. Не позволяйте сектантам искажать вашу культуру. Она, наша культура общая. Не позволяйте сектантам искажать нашу религию. Самое ценное, что мы имеем, это наша вера. Нет веры, нет ничего. Ученые говорили, если Аллах дал кому-либо все, но иман не дал, как будто ничего не дано ему. А если ничего не дал, но иман дал, значит, как будто ни в чем ему не отказано. Тот, у которого есть иман, и ушел с этой жизни с крепким иманом, его ждет вечный рай, вечное наслаждение. А тот, который ушел из этой жизни без имана, того ждет вечное мучение. Тот, который ушел из этой жизни неверующим, его ждет вечное мучение. Это самое страшное, что может произойти человеком. Последнее, что я хотел предупреждать. Есть слова, которые некоторые употребляют, и они не соответствуют нашей религии. Аллах в Коране сказал: «Лам ялид ва лам юлад». Аллах не родил и не был рожден. То, что некоторые говорят слова «Аллах бабай», ни в коем случае нельзя это говорить. Приписывать Аллаху дети, быть отцом, быть дедушкой, иметь жену, иметь брата, сестру – это недостаток. Аллаху это не присуще. Нельзя говорить. Говорить можно Аллах Та'аля, Аллах Субханаху ва Та'аля. Говорит Аллах Всевышний, это можно. А бабай нельзя.
Аллах же говорит в Коране: «Лам ялид ва лам юлад». Аллах не родил и не был рожден. Поэтому я предупреждаю, почему? Потому что встречаются эти слова. Эти слова не мусульманские. Не имеет убеждения мусульман тот, который говорит эти слова. Поэтому я хочу предупреждать об этих словах. Много хочется вам рассказать. Я очень рад, что позволили мне выступать. Я очень рад видеть эту большая толпа. Я видел в течение нескольких дней, которые до нашего мероприятия, как ребята здесь собирали, как они устали, с каким трудом, какие усилия были вложены. Кто не мог силой, он помогал деньгами. Кто не мог деньгами, он сам приходил, работал. Но это все сделано руками местных и жителей Крыма. Это очень хороший пример они показывают. Они именно показывают тот пример, которому нужно следовать не только здесь, на территории Карли-Азиз. Святых много по Крыму. Надо везде такие мероприятия проводить. Надо, чтобы местные начали, а потом остальные. Если мы раньше, например, только в основном собирались жители Бахчисарайского района, потом присоединились жители Симферополя и Евпатория, сегодня уже даже из Херсона, из Запорожья, из Донецка, из Харькова, из Одессы и другие районы приехали к вам поделиться с вами этой радостью и проводить это мероприятие. Поэтому я прошу у Аллаха для всех присутствующих блага, здоровья, крепкого имана. И прошу у Аллаха, чтобы эта хорошая, одобренная традиция была продолжена. И чтобы нашлись те люди, которые защищали ее и шли по пути предков. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم بارك الله فيكم.